То есть Значит, своей методики... Смотрите, это да, это инофонды. Их задача, те, кто ставят задачи перед ними, там вот эти институты, Тависток, это задача по вынищению человечества на благо глобального капитала. Вынищению людей и закабалению живых, вынищению максимального количества. Также это инструменты, естественно, политической диверсии, особенно в странах, которые не угодны. Это задано. Дальше эти фонды, они имеют свои представительства во всех министерствах нашей социальной сферы. И они спускают программу, и они говорят, вот как очень хорошо. Давайте промониторим ситуацию. И мы увидим, что ситуация страшная. Как сказал Каразей, когда была наша кампания лоббирования закона о семейном, началось с того, что на экстремистском портале было вывешено заголовок. Полковник Каразей говорит, ситуация страшная в отношении насилия в семье. Как была создана страшная ситуация? Гендеристические организации, ныне выведенные вне закона, провели опрос среди 200 женщинок. А это наркоманки, реабилитированные наркоманки, и те, кто обращались во всякие, значит, службы этих фондов для людей с социальным положением и социальной ответственностью ниже обычного. И вот 200 таких женщинок сказала только 10% из них, что они стали жертвами насилия. Этим 200 женщинкам провели специальный семинар, объявили, что считать насилием, и вот 30% из них, из этих 200 человек, соответствующим образом набранных, сказали, что они испытали семейное насилие. И вот эти данные послужили основанием заголовку «Ситуация страшная». Когда затем этот законопроект был разгромлен президентом, спустя ровно год, совершенно спокойно, тот же Каразей говорит, что ситуация у нас с семейным насилием не критическая и улучшается из года в год. Тот же человек через год сообщал, уже на другом портале, не экстремистском, белорусском, одном из обычных. Мало географистов и все. Вот. То есть, как этот скрининг? Но когда запускается это дело, масса людей садятся на гранты, писать исследования, писать докладные, разрабатывать, значит, повышение квалификации для сотрудников. Это сразу золотое дно возникает. Первые крупицы на это золотое дно кидает сам фонд. Он дает грант на программу. Скажем, сейчас, значит, начнут готовить медработников для опроса специального, психологов, тех всех, всякие, значит, первые крупицы кидает фонд, бабки есть. Потом те, кто уже вошли в эту сферу, значит, они уже в этом деле, они уже начинают заботиться, чтобы государство давало бабки на это, уже большие бабки. Так оно шло со спидозвоном, так оно идет с инклюзией, когда неуклонно сокращаются реальные спецучреждения для детей ОПР, а их запихивают в обычное школьное образование. Просто им совсем не в радость, этим детям несчастным ОПР, и чтобы сбивать общую успеваемость, проводить общую деструкцию школьного образования. Ничего не случайно. А движущей машиной являются чиновники, которые сначала получили гранты, а потом это уже становится частью бюджета. И, собственно, госбюджет финансирует социально-духовную деструкцию. Ну вот, я так понимаю, это первая птичка, она уже улетела 26 февраля прошлого года, то есть уже больше года вот этому опроснику. И то, что оно всплыло сейчас, ну это интересный вопрос, почему так медленно оно все всплыло. Вот. То есть это, видимо, не, ну, можно предположить, что боятся людям показывать такой листик, потому что ну, это реально кодировка детей. Шило в мешке не удаешь. Да. То есть это реально кодирует детей на самоубийство. Вот им подсказали. Якобы профилактика. Нет. Ну да. Якобы профилактика. Но да. Ребенка заставляют подумать, а каким способом вы хотели бы себя убить? Понимаете? То есть это дети обычно, они добросовестные, они сейчас будут сидеть и думать, ага, яды. У мамы нету нигде яду, у папы нету нигде яду. Можно сунуть два Не будем подавать идеи. Да. Когда-то Макаренко говорил, чем позже они об этом узнают, тем лучше. Да, безусловно. Ну, поэтому вопрос суицида, я считаю, нужно пресекать везде на корню.
И не смотреть тут на фонды, на всякие, и на тех, кто их бабки делит, то что это наши дети, наши внуки. И от того, как мы сейчас будем поступать, вот А наши... центральный момент, то, что вы сказали, Сергей Николаевич, вообще осознание динамики детства. Ведь для общества посттрадиционного дети — это проблема по определению. Мы слышим постоянно о социальных сиротах, что в Беларуси особо удивительно. Все понимают, в виду каких обстоятельств, да, как бы, что значит социальные сироты? Ну, бывают родители вместе, бывает не вместе, бывает разошлись, так. Вот, бывает и не сходились официально. Дети — это проблема. Замораживается. Дети — проблема. Это детофобия. Рост ребенка — это кризисы. Рост ребенка — это проблема. Дети ОПФР, у них проблема не потому, что они дети. Потому что, не дай бог, человек рождается с этим самым ОПФР от рождения. И он является собой часть общих людей с ОПФР, а не часть детей, которые имеют свои проблемы роста. Это не проблема, это нормально. Которые ничего общего не имеют с ОПФР. То есть именно само восприятие детства как чего-то проблематичного, куда надо непрерывно лезть, непрерывно вмешиваться, непрерывно подчеркивать, какую проблему дети создают. Это тоже преднамеренно советофобия. Главная задача — уменьшение населения. Да. Оставить как можно меньше людей, и потом ими можно будет управлять малым количеством. Ну, Большим количеством да. тяжело управлять. В Советском Союзе было четко сказано: семья — ячейка общества. Да. Все, Да. то есть это первичная ячейка общества, Да. семья. Все, это было святое. И было ясно, главное, кто такое семья, это родители и дети. Да. А у нас принцип, что разговор о ценностях, он будет под фанфарой, но ценности не наполняются содержанием. А вот опросники, в которых белорусы ставят на первое место семью, а кто-то спрашивает, какую имеется в виду семью. Молодежи, для молодежи что такое семья? Это родители, которые могут тянуть бабки, и это бабка, которая тебе сварит обед или к ней на дачу поехать. Вот и вся семья. Семья — это ответственность. Семья — первичная ячейка общества в Советском Союзе была. Была ответственность перед обществом, а ее первейший авангард — это ответственность мужчины перед семьей, ответственность женщины, такая же, как мужчины, плюс ее возможности и обязанности материнства и детства на первых этапах. Это понималось под обязанностями семьи, а не абстрактно, не наполнение смыслами. Реальная идеология, наполнена смыслами в белорусском государстве. Уже в 2003 году в знаменитом своем докладе президент обрушивается на этот самый гуманитарный сектор Академии наук, что не создано ничего общего, никакого синтеза не проведено из тех устоев, на которых белорусское общество развивалось исторически, и советского его периода, то, что мы осветили, да, что, собственно, тут самый-то секрет в чем? Понять, что основа общества — это духовные императивы, которые им движут. И президент их тут, собственно, называет, да, в своей речи, на чем зиждилось традиционное общество, что мы должны перенять. Традиции какие именно перенять, говорит президент, он говорит, какие перенять, да, семья, традиционная семья, понятно, без извращений, без всего этого. Знаем мы себе позицию президента, да, он много раз озвучил, что не должно быть, гомосексуализм не должен насаждаться никоим образом. Так, детей надо оградить. И духовные императивы как основа всего этого дела. Собственно говоря, значит, говорит, что мы можем взять, да, от либеральной идеологии? Конкурентность. Чисто экономически, конкурентность. А на самом деле что происходит? Берут от либерализма как раз таки отсутствие абсолютных устоев. И сегодня вот эта книжка, она библиографическая редкость. Ее не достать. 3000 экземпляров издано в 2003 году, и все. А почему бы было ее не издать, не переиздать? Там президент серьезные идеологические претензии высказывает к сотрудникам администрации президента. Звучит очень актуально, верно? Ну, допустим, 6 мая текущего года на праздничном концерте, перед праздничным концертом президент выступал
по поводу победы, по поводу ценности победы, по поводу того, что нельзя забывать войну. И он упомянул, что да, мои подчиненные в этом отношении не дорабатывают, мероприятия проводят зачастую формально, то есть он регулярно их критикует. Осталось, чтобы они эти слова услышали. Ну, я думаю, услышали. Я думаю, что те передвижки, которые были кадровые переназначения, что-то мне хочется верить, что там часть была из тех, которых действительно переназначили. А вот некоторые назначения, и даже если хочется верить, верить не приходится. Например, куратором социальной сферы на смену Петрушенко, который, мы знаем прекрасно его линию в отношении насаждения всех возможных либеральных ценностей. И, собственно, именно от него исходила установка, что мы не будем определять семейные ценности, в чем они состоят. И преследование газеты «Вечерний Могилев» за публикацией с осуждением половой распущенности и извращений. И многие другие художества. А сейчас ему на смену назначена женщина, которая сама является заместителем председателя Союза юристов. Юристы как раз находятся в первых рядах насаждения либеральных ценностей в республике, ни для кого не секрет. Вот это книга «Конституционная основа реализации соматических прав личности». Пишет юрист, так? И он пишет как нормальные вещи, все, что на Западе происходит. Но при этом интересно, что даже он, Д.Г. Васильевич, замечает, что это интересно. Даже он, вот этот юрист, который подробно нам описывает соматические права. Да, в каком году? Как отрезать, оно свежее. Это учебник для вузов. 2018 год. И вот, значит, пишет, да, отрезать речки и пришить хрен. Это все нормально, на Западе на полный вперед. У нас общество более традиционное. Но вопрос гомосексуализма, да, вызывает отвращение у всех. И вот он пишет, так очень интересно, позитивно, что устои нашего общества более прочные, чем на Западе. А в чем они, эти устои? А мы определять не будем, но более прочные. Он тут совершенно с полной симпатией пишет. Аборты, все это, половые извращения, все это как бы да. То есть, он воспринимает это нормально, без неприятия. Но отмечает, что у нас прочные устои. Однако, пишет он, в связи с указанным, считаем, пропаганда такого рода отношений должна быть исключена. На Западе распространенной стала практика заключения однополых браков. Стала распространенной, да. Вот если она не распространена, это нормально, рукопожатно. Но когда она уже совсем распространена, когда, значит, стандартом становится называть родитель номер 1, номер 2, он пишет, в связи с указанным считаем, кто считает, мы Николай II, что пропаганда такого рода отношений должна быть исключена. Нет, не Николай II. Вот этот юрист, он тут служит, можно сказать, таким рукопожатным, совершенно либеральным, совершенно, значит, этим, в неком роде рупором нам, так сказать, молчаливому большинству общества, в котором вообще мало считаются в плане законодательства. Он правильно говорит. И пишет, пропаганда должна быть исключена. А вот нам, гуманитарный сектор Академии наук и законодатели говорят, что и не надо запрещать пропаганду, ее у нас нету. А если хотите знать, ее у нас нету. Но запрещать мы не будем. Запретите то, чего нету, чтобы не пришло, да? А вот юрист, который уж поднаторел, он говорит, считает, что должна быть запрещена, но не запрещена. Игорь Львович, 18 год это было до 20-го. Я хочу отметить, что когда был этот 19 октября, когда президент запретил масочный режим, вот он запретил навязывание, да, и принудительную вакцинацию, да, которая процветала уже во всем. И вот буквально через несколько дней министром юстиции был назначен наш генерал внутренних войск Хоменко Сергей Николаевич. Через несколько дней его заместитель первый, я так понимаю, который визировал вот это постановление Совмина, видимо, он... Александр Степанович, вот такие юристы нам нужны. Да. Как тот, которого тогда назначил президент. И вот когда президент назначал генерала Хоменко
на должность министра юстиции, он мне сказал, то есть он ему сказал: я знаю, что вы до 3 не считаете. Вот такие мне и нужны. К сожалению, вот если бы куратором социальной сферы назначили кого-то из силового сообщества юриста, вот это было бы дело. А то, как оно сейчас... Чиновник должен работать на страну, на нацию. Да. И слава Богу, что Ну, он сейчас уже, есть такие люди. он уже сейчас не министр, он пошел на повышение, но вот навел и порядок, и... А вы знаете, товарищи, что в отношении понимания того, кто такой чиновник, мы, завязшие на классовом анализе Маркса, очень верном по своей сути, но не все классы он в обществе узрел. Он не видел нашего общества ныне. Постиндустриального, когда промышленность супер развита, когда общество это не капиталисты, а пролетариат, а как раз всяческая обслуга, особенно интеллектуальная обслуга, имеет высочайшее значение. И мы как раз должны обратиться к древнему Китаю. А вот в Китае были разработаны теории, которые четко, в государственном строительстве, можно сказать, четко выделяли чиновников как самостоятельный класс, который имеет свои классовые интересы. Да, они вроде обслуживают страну, но они имеют свои классовые интересы. И вот этот вопросник, который вы зачитали, это классическая иллюстрация, как чиновники для своих соображений, достатка, карьеры, поддержания гомеостаза, верности вышестоящему, не вышестоящему во главе государства нашего, а вышестоящему там, где дубовые столы и мягкие кресла, и один над другим на этих креслах и столах сидят. Запускают проект, это ж хорошо, и на фонды дали грант, как президент говорил, раз мы вспомнили коронабесие, да, предлагали за разрушение экономики предлагали 1 940 000 000, чтобы вести значит, саботаж экономики, как вели в странах, где там страшный обвал произошел. Я даже не знаю, кто... 940. Я, говорит, отказался. Но 90 миллионов-то получили. А на что их получили? На билборды, которые пропагандировали, на мордование даже малых детей, хотя официально Минздрав рекомендовал с 14 лет. Вот. Пустили на массу всяческой деструкции, которая в рамках коронабесия тут происходила. Вот. То чиновники, они имеют свой интерес. И, в общем-то, этот момент не изучается нигде, да, там, где изучается политология, социология, что чиновники имеют свой классовый интерес. То есть может быть чудесная заявленная политика, могут быть принципиальные законы какие угодно замечательные, а чиновники будут гнуть свою линию. И при этом еще раз дано указание президента традиции, традиционной ценности, будем всюду долдеть про семью, семейные ценности, традиционные ценности. Но мы тихой сапой, чтобы оставаться рукопожатными перед всеми этими фондами, их рейтингами и всем этим, мы не будем допускать никакого законодательства, которое реально установит в обществе определенные императивы ценностные. Не будем его допускать. Реального законодательства допускать не будем. Какой у нас там плакат интересный есть в метро в Минском, бутербродов. Ну, я не помню. Там всяких хватает бутербродов, плакатов. А про ценности, товарищи. Теперь мы точно знаем, что такое белорусские ценности. Вот в метро плакаты. Чуть ли не в каждом вагоне, наверное. Ну вот я не в Минске живу, а сегодня за один день 3 раза видел плакат. Обратил внимание. Мужик бутерброд кушает с колбасой. Написано: выбери свою традиционную ценность. Выбери белорусские ценности. Выбери свою ценность. Так. Это оказывается... Может, белорусскую традицию, чтобы такое припоминать? Оказывается, есть мясная фирма, да, что называется белорусская традиция. Выбери свою белорусскую традицию. Вот она, белорусская традиция. Кушать бутерброд с колбасой. То есть традиция у всех на устах, да, выбери свою белорусскую традицию. Что-нибудь будет из рекламы отцовства, да, которая есть вот у
организация «Открытые сердца», чудесная реклама. Традиция должна быть любовь к отечеству. Да, да. Защита Выбери отечества. белорусскую традицию. Семья, да. традиция. Парень, пойди в войско. Ну, конечно. Пойди в войско, как вы пошли в 94 году во внутренние войска, да? Сразу после победы на выборах президента. Так. Выбери себе традицию, вот, многодетную семью там сфотографируйте. Выбери свою традицию. Кем хочешь быть? Защитником, отцом многодетной семьи или тем и другим. А ты хочешь быть многодетной матерью или хочешь учителем в школе, да? Здесь великое слово Вот. традиция. Это входит- колбаса.